Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Гаребные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Если видео понравилось, было полезно, не забудьте отметить его лайком. Огромное спасибо всем тем, кто пишет хорошие, добрые комментарии. Мои дорогие, земной поклон и дай вам Бог. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Какие шансы и возможности пошлет вам сама судьба в самое ближайшее время? В ближайшее время можете назначить себе самостоятельно. Мои дорогие, посмотрите на песочек, мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какие шансы и возможности посылает мне сама Вселенная? Ну и назначьте свой срок. Только, пожалуйста, не загадывайте слишком близко, да? Чтобы прям там не завтра, не через час. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на ваши вопросы и послать только самую важную, самую нужную информацию для вас. Давайте же посмотрим, чем же вас одарит Вселенная, какие возможности и шансы она вам отправляет. Шансы и возможности для вас от Вселенной. Так, мои вы дорогие, как замечательно все выходит. Даже не знаю, с чего начать. Все такое интересное и все бросается в глаза. Так, ну прежде всего мне бросился в глаза вот это изображение вот этого котика. Видите, котик сидит. Котик — это у нас знак магии, высшей магии. Мои дорогие, у кого-то из вас есть однозначно способности, причем очень сильные, очень сильные. Здесь и котик, и глаз Всевышнего, который помогает, который ведет и который, понимаете, через этот глаз вы получаете эту информацию. Считайте, что это тот же самый вот Назар. Понимаете, это глаз, который он и отвлекает, и помогает, и излечивает, да, вот он в себя может как и негатив взять, так и наполнить позитивом человека. То есть вот он такой знак у вас и вышел. И вышел котик. Котик, ну это у нас вообще, скажем так, люди одаренные, со способностями, с возможностями, да, которые нужно обязательно реализовывать. Котик этот смотрит вправо, это ваша сила, это ваша способность, которую вам нужно, скажем так, нести людям, да, нести в массы. Чем одарит же вас судьба? Какой шанс пошлет? Да раскрыть себя, раскрыть свои таланты и благодаря своему врожденному таланту помогать другим, помогать во благо той же самой Вселенной и Создателя, и высших сил. Вот что вам идет, мои дорогие. И идет человек, идет в вашу жизнь человек, и этот человек идет вам, скажем так, кому-то наставником, кому-то помощником, кому-то самым лучшим другом, а кому-то и душевной отрадой. Мои дорогие, вот человек, он встречается, но человек, он как немножечко, ну, заблудший, скажем, да. Почему? Потому что человек смотрит влево от вас. То есть этому человеку вы поможете, вы его, скажем так, спасете, на путь истины наставите, а он вам всю жизнь будет служить. Служить вашей любви, служить вашему дому, вам как человеку, да. Но не в плане там, что прислуживать, да, а в плане того, что будет верен сердцем и верен душой вам. Это замечательный знак. Мне очень нравится, я люблю. Дальше, мои дорогие, лодочка в вашей жизни, понимаете, она поплывет быстрее. Быстрее придет понимание, куда плыть, зачем плыть. И благодаря тому, что Вселенная посылает вам нужных людей в нужное время, нужные мысли, даже нужные мысли будут приходить к вам от Вселенной, это поможет вам улучшить вашу жизнь, качественно улучшить вашу жизнь. Мои дорогие, вот вы, видите, вы стоите в основании подноса, да, скажем так, подноса, да. Вот вы стоите, и у вас в руках, смотрите, какой огромный флаг. Видите, как красиво вас видно, какая вы замечательная. У вас вот флаг, он развивается по ветру. Видите, какой флаг замечательный? Он же флаг, он же и факел. Это победа. Вас от Вселенной, да, ждет победа. Вселенная дает вам эту возможность и этот шанс победить. Победить всех противящихся вам людей, обстоятельства, ситуации. Все это будет
за вашей спиной. Вы победите. Вы здесь вот как, ну не знаю, богиня Виктория, понимаете? Вот так вы идете. И смотрите, в каком красивом вы одеянии, в белоснежном одеянии, и у вас прям такой шлейф за вами тянется. И понимаете, и высшие силы за вами стоят, и силы, и энергия, все у вас есть. И вот смотрите, рыба у ваших ног. Рыба — это достижение, это ресурсы. Ресурсы к вам придут. Вот что вам дают. Знаете, мне очень прям нравится то, что я вижу. Я вижу, что наконец-таки, особенно женщинам, моим дорогим, милым девушкам, женщинам, которые настрадались, вам дается по заслугам. Знаете, все ваши слезинки, все ваши просьбы, мольбы к небесам, они все были услышаны. Просто всему свое время. Мои дорогие, здесь однозначно будут и победы, и достижения. Многие из вас откроют скрытые таланты. Понимаете, вот что еще я вам хочу сказать. Это не обязательно, что вы там все превратитесь в ведьмочек, начнете там колдовать, пророчить, ясновидеть и там, не знаю, магичить, да? Это еще значит, что вы раскроете свои внутренние таланты. Кто-то, может быть, станет искусным оратором, а кто-то, может, даже и бизнес свой какой-то откроет. Да? Может, вы лучше всех в вашем городе печете там тортики и пирожки, да, будете этим заниматься. Либо будете учить других, как им, например, там, сшить красивое платье, да, либо там носочки детям связать. Понимаете, у вас очень много талантливых людей зашли на вот это гадание. Талантливых людей, выстрадавших свою жизнь. И, кстати, не важно, сколько вам лет. Бывает, девушка молодая, ей 18 лет, а она уже такое за плечами нет. Так ее жизнь побила, бедняжечку, что даже какой-нибудь там столетней старухе и не снилось. Понимаете, вот такое бывает. Я вижу много вот много косых линий, острых линий в вашем прошлом. И вижу, что у вас вот прям как выравнивается. На до и после у вас делится. Потому что судьба вас видит, судьба вас слышит. И еще, смотрите, очень важный знак. Здесь у нас знак кобры. Видите, как она капюшон свой раздула? Но змея у нас знак опасный, опасных моментов, хитрости, подлости, коварства, ну, каких-то конкурентов, скажем так. А кобра — это королевский знак, мои дорогие. И это не вам не змея. Кобра тут вообще совсем по-другому. Эта кобра, она смотрит на вас, она смотрит вверх. Она говорит мне о том, что вы добьетесь прям чуть ли не королевских почестей, понимаете, уважения, почет, все то, что вы заслужили, а вы заслужили гораздо больше, понимаете, вот что у вас будет. И эта кобра, она смотрит вверх, она не атакует, она поклоняется. Мои дорогие, вам будут поклоняться, я уж не знаю, чем вы таким займетесь, но то, что признание будет, это 100%. То, что вас выведут на высший ранг, да, в высший эшелон вас возьмут, это тоже будет. Вам просто нужно дождаться своего часа. Это произойдет немножечко позже, чем вы там загадали себе срок. Потому что у нас это не по центру, и это у нас в зоне будущего, да, в правой стороне. Поэтому, мои дорогие, дождитесь, вам все воздастся, все вам прям придет как надо, даже лучше, чем надо. Здесь я вижу у вас наполненную такую, ну, скажем как, плетеную корзину, да, вазочку, она наполнена через край. Это ресурсы и результат, которого вы добьетесь в будущем. Вот он лежит пока у нас в горизонте, он выйдет в вертикаль обязательно. Это события будущего. Это еще позже, да, чем тот срок, который вы загадали. Но это обязательно будет. Это уже прописано в вашей жизни, мои дорогие. Знаки просто замечательные. Мне очень нравится. Мне очень нравится вот этот знак. Вот если его рассматривать в горизонте, я вижу здесь два человека. Здесь мужчина сильной спиной, сильной такой, знаете, вот шеей, головастый, скажем так, да, и женщина в красивом платье. Это знак влюбленных. Мужчина склонился над руками женщины. Понимаете, это счастье вдвоем. Понимаете, у кого-то будет такой прям друг, мужчина-друг. Да? Бывает же такой мужчина-друг, когда люди в определенном возрасте, уже там им не до африканских страстей, а хочется дружбы и поддержки. Вот такой друг у вас будет мужчина. Ну а кто желает счастья в любви, то вот смотрите, как он вам ручки целует. Понимаете, это мужчина, который вот любит по-настоящему. Так, в ногах у вас не сформировавшаяся звезда, которая мне говорит, что самые лучшие события и дары от Вселенной, они еще
впереди. На много-много лет расписаны вперед, да, в вашей жизни. Здесь острые ситуации, я вижу, у вас сглаживаются прям, да. Парус у вас, смотрите, как по ветру будет идти, будет у вас много, скажем так, моментов везения, даже может неожиданного. То есть, знаете, бывают такие ситуации, когда говоришь, ой, повезло. Вот такие ситуации у вас в жизни пойдут. Но опять же таки, это немножечко позже. У вас, как знаете, пелена с глаз падет, да? Вы поверите в себя, в то, что Вселенная вас любит, то, что высшие силы вас хранят, и будет вам прям приходить, заходить, да? Раскрывай подол, да, будем туда тебе накидывать. Так, мои дорогие, здесь у вас скелетик вышел, скелетик, который, ну, он из прошлого тянется, понимаете, многие, как я говорила, да, очень много пережили страшных, каких-то страшных лишений, испытаний, боли, обиды, унижений даже многие пережили. Мои дорогие, ну не храните вы этот скелет, избавляйтесь от него. Высшие силы, Вселенная дают вам шанс избавиться, закрыть, навсегда закрыть и запечатать дверь прошлого. Ну отрежьте ненужное, да. Вот считайте, что это, ой, Господи, ну как... Пятая нога у собаки, да, она мешает. Она реально мешает. Да, это часть этой собаки, но она мешает. С ней плохо, с ней невыносимо, с ней трудно. И это нужно убирать. Убирать, чтобы не мучиться, чтобы не переживать, чтобы не тосковать, чтобы слезы понапрасну не лить. И главное не пугаться будущих событий, будущих обстоятельств, мои дорогие. В будущем, конечно же, тут для вас заготовлено очень-очень многое. Здесь очищение, здесь обновление, здесь просто вот полная регенерация у вас пойдет. Вы найдете себя. Вот самый главный шанс и самая главная возможность, которую я здесь вижу, это найти себя. Когда вы найдете себя, вы определите свое место в этой жизни, в этом социуме, у вас все прям, все как надо пойдет. Понимаете, как положено, как вам положено. Смотрите, здесь у вас коса, но она припорошена, да, она закрыта. То есть больше никаких лишений, никаких острых, жестких моментов, никаких, вот, знаете, ударственных событий у вас не предвидится. Все пойдет как надо, как полагается. Вы красавица, вы умница, и неважно, сколько вам лет. У вас жизнь только-только вот начинается. Так, давайте я теперь еще раз посмотрю, что еще вы получите. И на что вам нужно обратить особенное внимание, да, что нужно особенно вот так прям сфокусироваться и это не упустить. На что вам нужно, мои дорогие зрительницы, обращать особенное внимание. Чего нельзя пропустить и чего нельзя отложить, скажем так, да. Но у вас тут, понимаете, как... Во-первых, крестик идет судьбы, да? У вас у каждой своя судьба, мои дорогие. Каждая по-своему прекрасна, ну и каждая по-своему полна каких-то испытаний. На что вам в первую очередь нужно обратить внимание и что вам никак нельзя пропустить? Это вы сама. Смотрите, какая вы красивая, в каком красивом платье. Вот так ручки красиво сложили, да? Видите, какое у вас платье? И вот какая у вас в голове вашей начинается новая дорога жизни. Вам очень важно идти по этой дороге жизни, не петлять, идти, не сопротивляться, не бежать, идите туда, где ваше счастье, идите туда, где вы чувствуете себя, ощущаете. Все знания у вас в голове, у вас, видите, из вашей головы это все идет. Все у вас есть. Путь перед вами будет открытым, чистым. Выбирайте и идите. И что я еще хочу сказать, у вас очень такой прям сила у вас прям из грудной клетки выходит сила, сильная энергия. И вам по судьбе, да, обладать этой силой и правильно ей обладать. Знаете, если вы не будете применять эту силу в правильном направлении, в правильном русле, то она может быть даже и разрушительна для вас. Понимаете? Поэтому по кресту в вашем подоле однозначно нужно эту силу нести людям, нести ее во благо, да? Ни в коем случае не во вред. Сила эта ваша, она будет с вами, она вас, скажем так, долго очень дремала, вам ее посылают. Но, еще раз повторюсь, не оступайтесь и не идите по нижнему пути, идите по светлому пути, и пусть эта сила, она вас как возвысит, так и прославит, так и принесет вам полное удовлетворение, как моральное, так и финансовое, материальное. Вот поверьте, так оно и будет. Потому что вы главная героиня. Да? Смотрите, за спиной у вас крылья. Это крылья
Не ангельские, но крылья бабочки. Это легкость. Вы будете вот так порхать над землей. Порхать, да? Не ходить, а порхать. И это тоже ваша судьба. И это тоже та возможность и шанс, который посылает вам сама Вселенная. Мои дорогие, кто мечтал о детках, о продолжении? Вот они, детки, видите? В матке маленький ребенок лежит. Это зачатие, оно обязательно у вас будет. Не пропустите. Главное, не отказывайтесь. Почему этот сегмент, скажем так, он вышел у вас в подоле, да, у вас за спиной? Да потому что многие из вас боятся рожать, боятся заводить ребенка, что нечем, дескать, кормить, там мужчина ненадежный, там жизнь сложная. Мои дорогие, есть такие слова: Бог ребеночка вам даст, Бог и на ребеночка вам даст. Вот так вот помните об этом и знайте, что свое продолжение вы просто обязаны оставить, обязательно должны оставить. И если жизнь свела вас с хорошим мужчиной, вы в детородном возрасте, конечно же, рожайте. Это будет ваше счастье, ваше общее дело, ваше общее достижение. Ну а у кого-то, вот, скажем так, этот момент, да, вот новой жизни, нового начинания, это может быть и какая-то новая работа, новая возможность, которую вы тоже не должны упускать, да, списывать со счетов. Пожалуйста, обращайте внимание на такие вещи. Еще, смотрите, это вы. Вы сами венец короны. Видите, вот какая корона, и вы сами венец этой короны. Вы самый главный бриллиант, да, алмаз, который сияет как ярче, чем любая звезда. Себя не упустите, свою возможность реализовать свои способности, свои таланты. Почему? Потому что может быть такой момент, что вы просто закроетесь от мира и от людей, побоитесь быть там высмеянной, да, побоитесь быть обиженной, побоитесь, что вас там неправильно поймут. Мои дорогие, это самое страшное. Если вы чувствуете в себе силы, если чувствуете в себе таланты, неважно какие они, в чем они выражаются, может вы красиво рисуете, может там вышиваете красиво крестиком, несите их в социум, несите их к людям на обозрение, на признание. Понимаете, Вселенная вам в этом поможет, вам дадут все возможности, перед вами будут открыты все двери. Мои дорогие, пожалуйста, реализуйте себя, будьте этим самым ярким и прекрасным бриллиантом, алмазом, да, сияйте для людей, несите это вперед. Здесь еще момент дом. Собственный дом, собственное жилище. Мои дорогие, у кого нету, то в течение 2 периодов времени будет возможность этот дом заиметь. Ну, как сказать, да, это свой угол, место, где вы можете закорениться, бросить корни. Это обязательно к вам придет. У кого-то это придет благодаря своим каким-то собственным трудам, потугам, а у кого-то это будет вот прям через человека идти. Да? Это может быть как мужчина, который вас обеспечит, скажем, тем самым жильем, либо может быть даже вот какой-то вот человек добрый к вам, и которому вы добры, тоже может вот о вас так побеспокоиться, что оставить вам, например, наследство. У вас это будет. Понимаете, вы без крова, без своего собственного дома. Видите, какой он большой, так как бы знаковый. Второй момент у вас по значимости идет. Он у вас есть, он у вас останется. Обращайте внимание на людей, которые, ну, скажем так, предлагают вам возможности, дают вам, вернее, возможности, чтобы вы обрели этот самый дом. Вам по судьбе иметь свой дом, вот как хотите. Вот кто зашел на это гадание, кто смотрит это гадание, вам по судьбе иметь свой дом и в нем укорениться. Если у вас уже есть свой дом, то здесь я вижу, что вы с кем-то будете делить этот дом. Делить не по-плохому, по-хорошему, понимаете, вот как компаньон у вас человек идет, то есть вы одиноким человеком в этом доме не остаетесь, и это замечательно. Мои дорогие, мне ваш песочек очень понравился, мне понравились те предсказания, которые я увидела. Желаю, чтобы поскорее все это сбылось у вас и самым лучшим образом для вас. На этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание, всем пока-пока.